Поздравить имеет честь Барамыкин Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения общества Россия-Япония. 尊敬する皆さん、心より我が北東連邦大学の外国語教育部55周年記念日おめでとうございます。Дорогие друзья, очень волнительно сегодня выступать перед вами со многими, с которых вот связано очень много воспоминаний, как мы открывали Республику Миру. Вы многие помните, что до 1991 года наша республика была закрытой территорией. Иностранцам было запрещено приезжать к нам. Все было засекречено. Никто ничего не знал. Даже мы ничего не знали. Вот, но благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, его мужеству, его храбрости и энтузиазму нашего поколения и поколения наших предшественников, наших педагогов, которые воспитали интеллектуальный потенциал республики, республика смогла выйти в мир и поняла, какая она маленькая, какие крупные народы нас окружают. Вот у нас, например, около 3000 девушек рождается в год, а в Китае 200 миллионов холостых мужчин. То есть это несопоставимые объемы. Поэтому опасность угрожает постоянно. И как говорится, вот наше местное коренное население, как вот уже Вячеслав сказал, на 3 языках, мы должны быть бдительны постоянно. Вот, и все-таки, если серьезно, то с 1991 года мы начали преподавание восточных языков в нашем университете. 2000? Нет, в 1991 году приехал Кацуки Хидео, доброволец. Он был редактором энциклопедии, у него были энциклопедические знания. И вот он с 1991 года писал книгу о связях Японии и Якутии. К сожалению, он покинул наш мир и не успел дописать. Вот поэтому у японцев есть пословица, что вот обязательно, когда плетешь рисовую веревку Шиминава, ее надо когда-то заканчивать. И вот русская пословица, что лучший враг хорошего. То есть вот как есть, надо заканчивать. Пока есть, тут же результат, надо его завершать. Вот, и я хотел бы сказать, что с вашим факультетом связаны такие достижения внешних связей республики, как Экспо 2005, когда наша голова юкагирского мамонта, Вячеслав, вот юкагирского мамонта, вот некоторые представители юкагирского народа, спекулируя на том, что они юкагиры, хотели включиться в состав делегации республики. Но, к сожалению, мы их отправили не в составе официальной делегации, да, а в составе общей делегации, потому что тогда, в 2005 году, около 2000 якутян посетило вот Экспо 2005. Вот, и это были вот 2 ваших студента. Это Ким Борисов. Сейчас он заместитель председателя правительства, возглавляет постоянное представительство республики во Владивостоке, и Зинаида Борисова, вот, которая потом отучилась 4 года в Японии, закончила магистратуру, докторантуру. Японка приехала сюда специально. Вот я вам скажу такой факт, как японцы умеют считать жизненные циклы. У ней была возможность с мужем встретиться несколько дней, и она так рассчитала циклы, что она уже приехала готовая и здесь родила.
Вот, и когда выписывали из роддома, я лично встречал ее, и мне говорят, это что, твой ребенок, что ли? Я говорю, нет, японский, она уже приготовленная приехала. И вот она специально приехала здесь рожать в Якутию, потому что, помните, было землетрясение 2011 года, и там было радиационное заражение в Японии. Ага, и вот она, чтобы не пострадать от радиационного заражения, успела за 3 дня с мужем и здесь родила. Вот это надо уметь товарищи, а то наши товарищи иногда не могут считать это, и бывают различные случаи в жизни. Вот. И в завершении вот я хотел бы сказать, что недавно республику посетила генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Фурута Кейко. Вот. Она выполнила свою мечту, она посетила Ленские столбы. Вот все-таки вот то, что благодаря вам, да, то, что мы смогли показать наше Олонхо в Японии, то, что мы смогли участвовать на Экспо 2005, вот, и то, что у нас есть переводчики на все случаи жизни, сейчас даже на вьетнамском, потому что китайский очень сложно произносить, да, то вьетнамский у них вообще там не 4 тона, а 8 тонов, по-моему. 6, ну тогда это кантонский диалект китайского, близок, да. То есть это 6 тонов, это вообще без музыкального слуха, это невозможно понимать этот язык. Поэтому то, что наш институт развивается поступательно, вот, и значит, продолжает готовить специалистов. И вот я считаю, что геополитическая ситуация, она все-таки когда-нибудь улучшится. И мы думаем, что тот потенциал, да, который сейчас нарабатывается, он всегда будет востребован. Потому что благодаря президенту нашей России, Владимиру Владимировичу Путину, наша республика имеет 2 большие трубы. Это ВСТО для экспорта нефти и сила Сибири для экспорта газа. Поэтому наша республика имеет устойчивое будущее. Она обязательно будет развиваться, и ваши ученики обязательно будут востребованы. И разрешите вручить приветственный адрес Владилену Васильевичу.